Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы расскажем о крупном пожаре в Иннополисе. В подвал была заведена солярка емкостью 1000 литров. Загорелся подвал, где была тонна дизельного топлива. Покажем момент страшной аварии в Нижнекамском районе. На встречную машину вылетела. Плохая погода. Погибла вся семья. А также попытки нетрезвого водителя скрыться от автоинспекторов. Вы признаете, что вы нетрезвый? Молодой человек. Я признаю, что до комментариев не даю. И почему за это предстоит ответить пассажирке иномарки? Это и не только прямо сейчас. 2 человека пострадали в результате крупного пожара в Иннополисе. Сегодня около 9 часов утра загорелось строящееся здание технопарка. Сначала огонь бушевал в подвале, там хранилась тонна дизельного топлива. Вскоре загорелась и кровля здания. На чердаке как раз спрятались рабочие. Айрат Назипов был на месте происшествия и увидел последствия своими глазами. Черный густой дым охватил строящееся 6-этажное здание технопарка имени Лобачевского. Сообщение о пожаре поступило пожарным около 9 часов утра. В это время уже вовсю горел подвал, где хранились емкости с соляркой. Однако очень скоро огонь добрался и до кровли здания. На чердаке в это время находились люди. Пожарным потребовалось чуть больше часа, чтобы полностью ликвидировать пожар. На кровле горела вентиляционная камера и короб. Короба большого сечения, метр на полметра. Скорее всего, именно по вентиляционному коробу высокая температура, продукты горения поднимались на кровле, поскольку вокруг вентиляционной камеры также есть сгораемые материалы, покрытие кровли. От температуры, скорее всего, произошло уже возгорание этих материалов горячих. Всего на объекте работали около 400 человек. До приезда пожарных многим из них удалось эвакуироваться самостоятельно. Помощь медиков понадобилась 2 строителям, одному 48, другому 49 лет. Мужчины отравились угарным газом. Обоих в состоянии средней степени тяжести доставили в 7-ю городскую больницу Казани. Как отмечают пожарные, основная сложность была в том, что здание имеет сложную планировку. Повезло еще, что оно недостроено, иначе времени для тушения пожара потребовалось бы больше. Прокуратура организовала проверку соблюдения техники безопасности при проведении строительных работ. Подвал, в котором работали строители, обогревался тепловой пушкой. Работала она на дизельном топливе. В подвал была заведена солярка емкостью 1000 литров, это тонна солярки. И, значит, подготовлены были тепловые пушки для работы. Сегодня должна была приехать бригада, как говорит субподрядная организация, для ведения работы именно по обогреву этого помещения подвального. Но, значит, во время проведения планерки в 9:15 поступил сигнал о том, что возгорание произошло в подвальном помещении технопарка. Истинную причину возгорания предстоит установить пожарным дознавателям. Айрат Назипов, Константин Буршуев, вызов 112. В Кайбецком районе в поселке Куланга глава сельского поселения застрелил женщину, приняв ее за лису. По версии следствия, 52-летнего мужчину пригласила домой супружеская пара. Они пожаловались ему на докучавшую дикую лису. Тогда чиновник решил устранить проблему кардинальным путем, взял ружье и вместе с хозяином дома устроил засаду, решив, что животное прячется за надворной постройкой. Туда он выстрелил 2 раза, после чего услышал женский крик. Раненая супруга хозяина дома скончалась по пути в больницу. По факту инцидента следственными органами в отношении главы поселения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение смерти по неосторожности». Прокуратура уже взяла расследование на контроль. Беременная автоледи и ее 5-летняя дочь серьезно пострадали в результате аварии в поселке Высокая Гора. Там столкнулись Фура и Шкода Рапид. До приезда медиков помощь пострадавшим оказывали спасатели, которые первыми прибыли на место аварии. Репортаж Нафисы Минязовой. Фура и Шкода Рапид столкнулись на пересечении улицы Большая Красная и Центральной в поселке Высокая Гора. От удара иномарку развернула и отбросила на встречную полосу. Беременную автоледи зажала в машине. Сзади в удерживающем кресле сидела ее маленькая дочь. Беременную автоледи, а также ее 5-летнюю дочку госпитализировали в 7-ю городскую больницу. Известно, что им понадобилась не только помощь медиков, но и спасателей, так как самостоятельно из машины выбраться они уже не могли, и иномарку пришлось разрезать. На место происшествия вскоре прибыли знакомые женщины. Они все как один утверждали,
утверждали, что водитель фуры выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Именно поэтому машины и столкнулись. Однако сам водитель большегруза с этим был абсолютно не согласен. Правда, что вы на красный выезжали? Вот вы с этим согласны? Нет, не согласен. Здесь часто бывает. Все говорят, что не. Все обстоятельства аварии сейчас предстоит установить автоинспекторам. В этом и, вероятнее всего, помогут камеры наружного видеонаблюдения, которые установлены на этом участке дороги. Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин, вызов 112. 3 человека, целая семья погибла в результате страшной аварии у села Барок в Нижнекамском районе. Среди погибших 2-летний ребенок. Девушка-водитель Kia Ceed, обгоняя один КАМАЗ, врезалась в другой. Удар был такой, что автомобиль превратился в груду искореженного металла. Салават Мухаммадуллин узнал подробности и расскажет, в чем видят корень проблемы жителей этого села. 38-летняя девушка, водитель Kia Ceed, погибла на месте. Ее муж, ему было 32, и 2-годовалый ребенок скончались позже в больнице. От легковушки осталась груда искореженного металла. Авария произошла в понедельник около 16 часов вечера, недалеко от села Барок. Камеры наблюдения зафиксировали момент столкновения. При совершении обгона грузового автомобиля КАМАЗ с полуприцепом не выбрал скорость, обеспечивший безопасность дорожного движения, нарушил правила расположения транспортсредства на проезжей части, выехал на сторону дороги, предназначенной для встречного движения, где совершил столкновение с движущимся по встречном направлении грузовым автомобилем КАМАЗ-самосвал. Согласно выводам автоинспекторов, в аварии виновата женщина-водитель иномарки. Стала обгонять грузовик с прицепом, не убедилась, что маневр безопасен, и столкнулась со встречным КАМАЗом. Его водитель, 52-летний мужчина, сейчас в больнице. Kia после этого столкновения откинула на попутный КАМАЗ. На встречную машину вылетел. Плохая погода. Легковая вылетела навстречу. Вам навстречу? Куда? Нет, вот, самосвал. Да. А вы где? Меня зацепило. Житель села Барок Ильнур Хуснуддинов уже не раз обращался к ГИБДД. Причина одна – обгон требует запретить. В самом селе обгон запрещен, но запрет снимается после населенного пункта. В этом он видит причину аварии практически в одном и том же месте. Мне сказали, весомые основания. Какое весомое основание? 3 погибло. Это невесомое основание. После каждого обращения, сетует неравнодушный мужчина, на место приезжает комиссия. Заключение всегда одно. Видимость хорошая, опасность видна издалека, основания что-то запрещать нет. Он требует перенести в место, где происходят аварии, и одну из камер фиксации нарушений. Считает, что все эти меры сократят число ДТП на выезде из села. ДТП случается, фотографируем, отправляем. Ответы приходят один за другим. Знаете, глупее глупого уже ответы приходят. Пишем в Казань, в Москву, с Москвы в Казань, с Казани в Нижнекамск. И в Нижнекамске выезжает инспектор, проверяет, говорит, что кто невидимости действует знак. Все нормально. Но что-то не работает, система не работает. Со дня на день еще одна комиссия должна приехать обследовать этот участок дороги. Согласно официальной статистике, в Татарстане за 11 месяцев этого года в дорожно-транспортных происшествиях 8 детей погибли и 459 получили травмы. Салават Мухаммадуллин, Светлана Шумкова, Александр Халин, Булат Абдульманов и Рафаэль Ракипов. Вызов 112. Нетрезвого водителя Volkswagen Jetta выявили автоинспекторы на улице Чистопольская. Их внимание привлекла странная траектория движения иномарки. Водитель останавливаться не захотел и попытался скрыться, но доехал только до ближайшего забора, не вписался в поворот. Нафиса Минязова узнала, что отвечать за эту лихую поездку предстоит в том числе и пассажирке этой иномарки. Вы признаете, что вы нетрезвый? Молодой человек. Я признаю, что до комментария не даю. Автоинспектором мужчина все же признался, пил перед тем, как сесть за руль. Впрочем, они об этом догадались гораздо раньше, когда увидели виляющие из стороны в сторону Volkswagen Jetta. Машину решили остановить и узнать, хорошо ли себя чувствует водитель, но он требованию об остановке не подчинился. Наоборот, только увеличил скорость. Скрыться решил во дворах, думал затеряться среди припаркованных автомобилей. Но во время маневра водитель Volkswagen врезался в металлическое ограждение рядом с пешеходным переходом. Повезло, что людей на нем не было. Уехать дальше не получилось. Предъявить документы сотрудникам ГИБДД мужчина не смог. Прав у него просто нет. Водительского удостоверения он был лишен как раз за езду в нетрезвом виде. Срок лишения уже закончился, но для их возврата необходимо сдать теоретический экзамен. Его мужчина не сдал. И теперь за повторную езду в пьяном состоянии ему грозит уголовная ответственность. Ответить по закону за эту поездку предстоит и его пассажирке. Известно, что автомобиль принадлежит девушке, которая сейчас сидит в машине автоинспекторов, и также грозит лишение водительского
водительского удостоверения, так как она доверила управление своим транспортным средством нетрезвому водителю. Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин, Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.